Книжное издательство «Удмуртии» ведет свою историю с сентября 1919 года. Первым его руководителем был назначен удмуртский поэт Кузибай Герд, а первой продукцией стали агит-листовки «Помогите фронту». Коллектив издательства «Удмуртия» во главе с руководителем Кузибаем Гердом получил похвалу от наркома Луначарского как издательство, которое очень быстро поставило работу на нужные рельсы и выполняет ее в нужном объеме. В 1921 году издательство числилось в городе Глазове, первой столице Водской автономии, и называлось отделением Госиздата РСФСР. Во времена НЭПа преобразовано в кооперативное товарищество на паевых началах «Уткнига». Для крестьян и рабочих выпускались общедоступные книги, брошюры и учебники. Большой популярностью пользовались переводы на удмуртский произведений русских классиков и советских писателей. Самый популярный автор на удмуртском языке – это, конечно, Пушкин, который бесконечно издавался, переводился и очень любим многими поколениями удмуртских детей. В годы Великой Отечественной войны было очень тяжело доставать бумагу и расходные материалы, но даже мысли оставить читателей без литературы не допускалось. Я помню рассказы Татьяны Еремеевны Желейко, которая в годы войны была заведующим производством, как она на санях, на лошади сама ездила, искала бумагу, чтобы отпечатать какие-то книги. Но даже удмуртских учебников выпущено только за годы войны около 40 названий. После войны работники издательства активно участвовали в общественной жизни, выезжали на Целину и комсомольские стройки. В конце 80-х книги издавались многомиллионными тиражами, вышли бестселлеры, альбом «Удмуртское народное искусство», сборник «Мифы, легенды, сказки удмуртского народа» с иллюстрациями Минсадыка Гарипова. Издательство побеждало во многих всероссийских и международных конкурсах. После распада Советского Союза не стало книготорга, отказалась от реализации книг система потребсоюзов. На плаву остаться удалось немногим. Удмуртии повезло. Сегодня здесь издается 50-70 наименований книг разного жанра и тематики на русском и удмуртском языках. Читатель наш тут, читатель наш верный, который следит за всеми нашими новинками, он здесь, он никуда не ушел, и поэтому мы прежде всего ориентируемся на жителя Удмуртской республики. В 2019 году предприятие стало первым издательством в стране, которое отметило 100-летний юбилей. Хотите знать больше? Оставайтесь с проектом про 100 лет Удмуртии.